В уютной библиотеке, где пахло старой бумагой и приключениями, стояла новенькая книга по имени Кира. Ее ярко-голубая обложка переливалась, словно небо в солнечный день, а страницы были белоснежными и хрустящими, будто только что из типографии. Кира гордо стояла на верхней полке среди других книг и с любопытством разглядывала мир вокруг, мечтая о том, кто первым возьмет ее в руки. Вдруг она почувствовала, что кто-то рядом тихо вздохнул и повернулась к соседке на нижней полке. Кира осмотрелась. Рядом с ней на нижней полке сидела старая толстая книга. Ее обложка была потрепана, страницы помяты, а уголки страниц оторваны. Ее звали Варвара. «Ух ты, какая сияющая малышка!» – прохрипела Варвара. «Надеюсь, ты будешь счастливее меня?» Кира удивилась. «Что случилось с тобой, Варвара? Ты выглядишь так, будто тебя жевали?» «А меня изживали!» – вздохнула Варвара. «Первый читатель по имени Петя читал меня за обедом. Котлета и варенье – вот что застряло у меня между страницами. Книги нельзя читать во время принятия пищи. Запомни!» А потом пришла маленькая Оля. Она решила, что углы моих страниц – идеальные закладки. Она загибала их и загибала. «Ты знаешь, как больно, когда тебе сворачивают ухо!» Варвара продолжала. «Самый большой кошмар случился, когда Петя решил взять меня с собой в ванную, чтобы читать, пока купается. Вода, вода, наш главный враг!» В этот момент к полке подошла библиотекарь Светлана. Она осторожно взяла Варвару и бережно погладила ее потрепанную обложку. «Нам нужно помнить, что книги – это друзья, а друзей нужно беречь», – прошептала Светлана. Светлана поставила Варвару на специальную полку под названием «Ремонт». А новая книга Кира подумала: «Я обещаю, мои солнечные зайчики будут сиять долго-долго, и я буду ждать тебя, мой добрый и бережный читатель».